Одно из направлений, которому в последние годы в республике уделяют особое внимание, это туризм. В Северной Осетии разрабатывают программы, создают экотропы и привлекают инвесторов. О том, как идет работа по развитию туризма, сегодня журналистам в рамках проекта «Открытое правительство» рассказал исполняющий обязанности председателя профильного комитета Заурбек Кодзаев. На встрече была и моя коллега Алана Тамаева. Она подробнее расскажет, какие вопросы интересовали представителей республиканских СМИ. Развитие туризма в Северной Осетии – приоритетное направление, поэтому вопросов у журналистов было много. Исполняющий обязанности председателя Республиканского комитета по туризму Заурбек Кодзаев в первую очередь отчитался о проделанной работе и обозначил основные задачи на ближайшее время. В первую очередь речь идет о повышении сервиса для отдыхающих гостей. Сейчас комитет по туризму работает над созданием объектов придорожного сервиса. Это объекты, которые будут установлены на основных туристических маршрутах республики. Таких объектов может быть от 5 до 20 штук. Пока мы обозначили 20 объектов. Это Дигорское ущелье, Алагирское ущелье и пригородный район. Объект, вероятнее всего, будет установлен в следующем году. Сейчас будет подготовлен проект. Он предусматривает 60 квадратных метров примерной площади. В нем будут предусмотрены санузлы, питание для туристов, зона Wi-Fi по возможности, так как это горный район и не всегда получается ее создать, и сувенирная продукция, что позволит нашим рукодельцам и мастерам реализовывать свою продукцию. В планах создать туристический портал республики. На нем будет вся основная информация и маршруты. Еще одна важная задача – паспортизация маршрутов. 8 основных маршрутов уже есть в республике, а в рамках подготовки к 1100 лет крещения Алании мы подготовили еще религиозные маршруты, 4 маршрута, согласовали их с нашей епархией и направили в Ростуризм на утверждение. Эти маршруты будут использоваться в рамках празднования мероприятий 1100 лет крещения Алании. В ближайшее время мы их передаем уже в наши туроператорские организации, агентства, которых уже начнут с сегодняшнего дня, скажем так, завтрашнего дня использовать в работе. Говорили и о календаре мероприятий, которые будут интересны туристам. Их сейчас недостаточно, поэтому планируют увеличить их количество и привлекать к празднованию больше туристов. Одним из таких мероприятий станет фестиваль осетинских пирогов. Он будет проходить в рамках Дня города, Дня республики в конце сентября у нас в 20-х числах. И надеемся, что это мероприятие станет ежегодным, и мы тем самым будем популяризировать и осетинскую кухню, продвигать осетинские пироги на рынке и насыщать еще другими мероприятиями. Заурбек Кодзаев отметил, количество туристов увеличивается. В прошлом году республику посетило порядка 255 тысяч человек, а вот гостей из-за рубежа стало вдвое больше. И это говорит о том, что республика все-таки вызывает интерес у иностранцев. Благодаря тому, что еще в прошлом году было постановлением правительства Российской Федерации снята регламентированная зона посещения нашей республики, поток увеличивается уже в этом году, это ощущается. Вопросы были об основных турнаправлениях и подготовке профессиональных кадров. Работа в этом направлении ведется активно, но кадров все равно пока не хватает. Еще один немаловажный аспект – условия для туризма людей с ограниченными возможностями здоровья. Была практика вывоза людей с ограниченными возможностями в горные территории по основным нашим маршрутам, может быть, даже не по основным. Но вот, конечно, отсутствовали пандусы в определенной организации, и санузлов было мало. Сейчас мы говорили о придорожном сервисе, у нас там будет предусмотрена и возможность для людей с ограниченными возможностями, это предусмотрено. А вот что касается организации, если будут обращения, я думаю, мы сможем сделать так, чтобы наши люди с ограниченными возможностями не ощущали себя в стороне. Заурбек Кодзаев рассказал, что еще для привлечения туристов планируют установить порядка 10 арт-объектов на территории республики. Говорили об этнографических арт-селах на территории национального парка Алания. И сейчас мы готовим, опять-таки, концепцию. Реализатором проекта будет, скорее всего, Министерство культуры. Место пока не определено, но в данном документе будет расписано, что из себя будет представлять этнодеревня в республике у нас. Масштабы ее тоже трудно пока вырисовываются, но все зависит от финансирования. Журналисты спросили о развитии санитарно-курортных комплексов и о развитии медицинского туризма. У нас есть основные источники минеральные. Это Караурздонская, Типская, Кармадонская
и Лысогорское месторождение грязи. Все эти площадки позволяют создать условия для строительства санаториев, пансионатов и, соответственно, привлечь сюда туристов. И не только для экологического туризма, но и сразу для медицинского. Это поправить здоровье и заодно посетить Осетию и узнать, что это за республика, и поехать и в горные территории, и с этносом познакомиться, и с культурой. Говорили об информировании туристов. Речь идет о нормах поведения в определенных сакральных для жителей Осетии местах республики. Организованные группы, которые посещают эти объекты, никогда не происходили какие-то конфузы или ситуации, за которые можно было там покраснеть или было стыдно. Это те чаще всего люди, которые автономно отдыхают, неорганизованно, пренебрегают правилами, есть указатели, есть информационные щиты, на которых написаны и правила поведения, и форма одежды, и кому можно посещать эти объекты, кому нельзя посещать. По итогам встречи Зарубек Кудзаев подчеркнул, что для развития туризма нужна сплоченная работа сразу нескольких ведомств и отметил, что развитие туризма способствует развитию порядка 53 смежных направлений. Еще подчеркнул, что в планах сделать все возможное, чтобы Северная Осетия стала центром туризма и культуры. Алана Томаева, Алан Суанов. Новости Осетии.